Началось все именно тогда, когда Александр вместе с другом нашли на улицах Воркуты два разбитых ВАЗа – 2102 и 2106. Оставить их ржаветь на улице, очевидно, не позволило сострадание к железным коням. После выкупа техники друзья начали творить. 10 тысяч рублей, 4 руки, 2 недели и новый вид транспорта готов. Реакция у всех нормальная. Как на лимузин реакция. О, это лимузин, вы видели, это лимузин. Ну, примерно такая же реакция. Так что, думаю, обычная реакция. Удивление у всех. От одной машины взяли кузов, от другой отрезали заднюю часть, сварили все воедино. И даже несмотря на все сложные работы, до последнего никто не верил, что машина поедет. Но она не только не стоит на месте, но и разгоняется до 110 км в час. Мы вот так делали ее чисто вот так, для красоты. Сфотографироваться, посидеть там, я не знаю, проехаться по городу, соответственно. Но вообще изначально рассчитывали, что просто на праздники какие-то. Какой-то автопробег, например, вот типа День Победы, или там, не знаю, на какой-то праздник. Да и по улицам ездить безопасно, утверждает Александр. Однако в ГИБДД «Жигузин» ставить на учет отказались. Чтобы автомобиль прошел техосмотр, нужно провести экспертизы, которые доказывали бы, что машина не представляет опасности. Разработчики, как люди идейные и с дизайном постоянно экспериментируют. Вначале машину покрасили в красный, затем нанесли пестрый орнамент, впоследствии авто сделали синим. В планах перекрасить крышу в белый и, конечно, доработать салон. Внутри мы рассчитываем перетянуть потолок, соответственно, вот это вот, потому что вот это поубирать. Это же двух машин. И это сиденье оставляем, и сюда будет точно такое же сиденье, как здесь. То есть на таком же уровне. Все так же будет. Два сиденья напротив друг друга. Если получится, ту дверь, наверное, закроем или эту полностью и поставим такой откидной столик. А еще протянуть по всему периметру подсветку, чтобы «Жигузин» не только внешне напоминал своего брата лимузина, но и по красоте не уступал. Кто знает, может, через год-другой ни одна свадьба в Воркуте не будет обходиться без двух стареньких, но получивших новую жизнь ВАЗов. Анна Зубарева, Ирина Шумихина, Кирилл Нифонтов, телеканал Юрган, Воркута.